Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Бобрицкий Анатолий, Андрей, здравия тебе. Есть вопрос, как ты относишься к шаману Александру? Не совсем понятен вопрос. То есть, какой вы ответ хотите услышать, положительно, отрицательно? Если бы относился к нему отрицательно, я бы не пришел к нему на трассу в июле месяце 2019 года, в июне, в конце июня. Я его всячески поддерживаю. То, что внутри наших там отношений, о правоте, неправоте каких-то его действий, я это оставлю для себя и конкретно лично для него. Не все можно выносить, мне кажется, на всеуслышание и на все осуждения, тем более в таком месте, как YouTube или еще где-то. У меня такое мнение. Положительно я отношусь к Сашке. Это человек бессеребренник. Когда вот возникли там вопросы по поводу обеления, там Бором, там или еще чего-то, те, кто ближе, там в уши напели. И это не ко мне вопросы, мне это вообще не интересно, вся эта денежная, то, что там происходило, и опять же, насаждение под идеи, опять же, там, политически подкованных у нас там граждан. Куда они потом все подевались, это вопросы все к ним. Какую помощь они пытались там оказать или оказывали, помощи никакой не было. То есть, если кто-то где-то чего-то упоминает, да, опять те же блогеры раскрученные, просто я видел, какое количество каналов появилось и, так скажем, раскрутилось за счет одного только слова «шаман» в период с 19 по 20 год. Это просто вопросы к владельцам всякого рода каналам, к их совести, чести, вообще чистоплотности. По сути, там просто сплетни какие-то перетирают. То, что вы хотите, вам дают. То, что вы хотите, вам всегда дадут. Скандалы, интриги, расследования. Сейчас вот одно время прям гремело это все с этим Моргенштерном. Да меня он не интересует, вот Моргенштерн мне не интересен. Меня интересуют те, кто, это одобряет. А одобрение может происходить вольно, невольно. То есть, кто это смотрит, плюется, но тем не менее ты смотришь, ты делаешь ему просмотры, ты слушаешь, то есть даешь раскрутку. Вы думаете о том, что вы делаете. Когда начнете отдавать отчет себе в каждом своем поступку, действию, да, это трудно. Это трудно, несложно. Я не всегда приемлю корень ложь. А в слове сложно, там корень ложь. Думайте. Нина Индиго, все действия твои верны, благодарю, ни о чем не жалею, вместе мы сила. Я лучше буду жалеть о том, что я сделал, чем о том, чего я не сделал. Победа народовластия за нами. Я опять же говорю, я довольно-таки давно стал углубляться в смысл слов. В слове победа есть корень беда.
Здесь уже думайте сами по мере своего, так скажем, развития. Мы все разные, умственно, физически. Вот по поводу народовластия. Народовластие – это когда каждый человек будет отдавать должную оценку своим умственным способностям, физическому развитию, и что он может дать этому обществу, а не требовать. Среднесоциальный уровень, достойный среднесоциальный уровень должен быть доступен для всех, особенно для незащищенных слоев населения. Старики, дети, инвалиды, беременные женщины. Это само собой разумеющееся. А хочешь больше, трудись больше. Трудись на благо того самого общества. Вот и все. Вот оно все народовластие. Естественно, честная выборность. Опять же говорю, когда каждый человек, это опять же на первых порах не будет безучастным в судьбе своего села, деревни, города. А в общем это выливается не безучастное отношение к судьбе своей родины, своей страны. Элиза Яковенко. Андрей, здравствуйте. Не знаю, что делать 19 сентября. Нет оппозиции сейчас. И в то же время не пойти на выборы, значит отдать свой голос ядру, пойти за кого голосовать. Как победить этих паразитов? Сидя дома, точно ничего не изменишь. Душа болит за свою родину, за народ, который превратился в терпил. Сил вам в вашем нелегком пути. Благодарю. И по поводу выборов я уже сказал, это право решать каждого. Я свое мнение в этих политических партиях уже высказал. Я уже говорил, кто мне передал угрозы. Ну, это левая же партия народная. Так что у меня, я повторяю, даже я здесь, я говорю, у меня был доступ к каналу, было 7 человек. По моей просьбе писали некоторые комментарии, либо вообще без моего ведома. Сейчас доступ ограничен. И доступ к каналу имею только я. Вы вправе решать сами, что делать 19 сентября. Я говорю, я бы отдал голос, вот, не приемлю бы. Скорее всего, я бы, как делал до этого, я бы пришел, просто проверил в списках, что за меня кто-то где-то не проголосовал уже, мой голос не ушел кому-то. Вот и все. И намеренно убрали эту графу против всех. Намеренно. То есть, думающие люди, вы думайте наконец, почему это сделано. То есть за кого бы вы ни голосовали, вы голосуете за политику Кремля. Вот и все. Непосредственно сейчас, что вот эти выборы в Госдуму. Одним нужно подвинуть других. Но это нужный процесс, как бы я к этому не относился. Это нужный процесс. Изменения в нашем государстве начнутся тогда, когда у нас заработает институт выборов. А вот тех, кого сейчас получат так или иначе они свои места, нужно будет с них спрашивать в дальнейшем. Не эти популистические там мы вам дадим. Нет. А той самой честности, почему попираются конституционные права. Конституционные права сейчас попираются по закону. Понимаете? Мы примем закон такой-то. Ребята, не надо никакие законы принимать. Их пора просто отменять. Их уже такое количество принято. Их нужно просто отменять. Они уже напринимали себе такое количество законов, благодаря которым и существуют их капиталы. Мне вот все интересно, вот эти капиталисты, сейчас левые, настолько это все смешно. Мне только остается, что я улыбаюсь, я смотрю на это. Отвечая даже на какие-то комментарии, я абсолютно не испытываю эмоций. Я не вижу здесь необходимости тратить энергию на случайных, так скажем, залетных. Заблудшие, они есть заблудшие. Так что
давать какую-то энергию положительную или отрицательную. Ну, чаще отрицательную, видимо, ждут. Мне это не нужно, я очень берегу свою энергию, очень.